достар, салем жастар, бүгін сіздермен бірге тағы сары кыз. Сегодня с вами я, не забываем про конкурс, который уже на следующей неделе будет заканчиваться. Поэтому, если вы не участвовали, то, пожалуйста, участвуйте в конкурсе. Сейчас я хочу сделать реакцию на Ерке Исмаган «1001 день». Если на казахский переводить, это Менберкун, да, вроде Мен это 1000, Бер 1, Кун день. Менберкун. Надеюсь, я правильно перевела. Мне просто интересно было, как бы это звучало, песня без цифр, а просто. Давайте посмотрим. Очень многие просили, я вот немножко задержалась, потому что у меня учеба, но ничего, сейчас это наверстаем, и я скажу свое мнение. Давайте приступим, и раз, два, три, поехали. Так, эта вышивка мне уже нравится начало. Ой, такие актеры симпатичные. «101 день, 101 ночь», правильно? Что-то про любовь. Наша любовь. Екеуміз бір өткізген қаншама күн, әр секунды минутым, әр сағатым, суреттер көп мәңгілік. Такая красавица. Блин, у меня мурашки пошли. Махаббаттың гүлі солмайды, сезім бірақ мұңсыз болмайды, жетпейді мың бір күн. Я вот примерно перевод понимаю, да, а на русский сказать не могу, его что-то красиво выглядело. Ух, у меня мурашки не могут. Махаббаттың гүлі солмайды, сезім бірақ мұңсыз болмайды, жетпейді мың бір күн, мың бір түн, айтуға сен жайлы. Махаббаттың гүлі солмайды, сезім бірақ мұңсыз болмайды, жетпейді мың бір күн, мың бір түн, айтуға сен жайлы. Господи, я вроде поняла, о чем песня. Я когда... О, Господи. Я когда увидела момент, когда он прыгает, я сразу поняла, что это про того полицейского, который спрыгнул за женщиной, пожертвовал собой. Там, получается... Я слежу за Казахстаном, я слежу за новостями, я слышала об этом, да, то, что
Они полезли спасать, он и его друг, получается, товарищи, вот они полицейские, они полезли спасать девушку, которая прыгнула с моста, или не с моста, или там, ну, в общем, полезли спасать эту девушку, друг выбрался, а его, получается, он уже не смог выбраться, и вот. Это на самом деле так много, вот я читала про это информации, очень много всего, и это просто для меня сейчас... Для меня это таким шоком в то время было. Я просто, когда прочитала, я сидела и думала, господи, тебе же совсем... Он не такой, как сказать... Он совсем молодой был, молодой парнишка, который еще мог в жизни столько всего добиться, да, и просто какая-то роковая такая ошибка, которая просто перечеркнула всю его жизнь. Вот 94-го года, господи, он старше меня всего на пару лет. Это... Если так подумать, это, получается, у парня была вся жизнь впереди, и просто из-за какой-то женщины, которая... Не знаю, я не помню, что было точно, там алкогольное опьянение или еще что-то, да, как бы не суть важно, но просто из-за какой-то людской вот глупости, да, он просто погиб. У меня такая же история просто была с папой похожая, то есть я до конца так и не знаю, что с ним случилось, какая явная причина его смерти, то ли он подрался с кем-то и упал, и из-за этого у него перерезала сонную артерию, или это он сам как бы, ну, оступился, это было в клубе, он в клубе, получается, в то время был, или он оступился и провода там или что-то еще, что было рядом, и вот упал, и как раз... Куда он падал, там было недалеко стекло, и сонную артерию ему вот перерезало, получается. Просто я понимаю, что вот столько жизни сейчас уходит молодых людей и старшего возраста, да, которые могли еще дальше жить, и это просто какая-то чистая такая случайность, которая... Не могу. Чистая случайность, которая забирает просто жизни, и мы ничего не можем с этим сделать. И сейчас всем, кто живет, в особенности девушки этого молодого человека, Шалкара, да, я тебе просто, если ты вдруг посмотришь реакцию или там тебе кто-то передаст, просто держись на самом деле. Знай, что в твоей жизни еще все будет хорошо, все у тебя получится, и, пожалуйста, и родители, и ты не вините ту женщину в случившемся, простите ее, простите все грехи, простите все, что было, и просто живите дальше, потому что если всю жизнь будете жить вот именно с этим внутри, с этим камнем, да, то, что там из-за чего-то, из-за кого-то, из-за всего этого, то жизнь будет просто невозможна на самом деле. Я просто сама так живу, я не знаю причину смерти, да, я вот вообще как бы ничего не знаю, и мне... В принципе, как бы не рассказывают. Мне, конечно, говорят, там просто, ну, упал, ну, то есть раскрывать всех подробностей мне не говорят, хотя мне уже 21 год. Но, знаете, это на самом деле это очень тяжело, когда ты вот живешь именно с этим камнем, и ты не знаешь, на самом деле, что случилось, как это произошло. И какое-то даже время я просто вначале, когда папа только умер, я винила его. То есть говорила, что, ну, неужели им не надо было идти на эту дискотеку, зачем вообще туда пошел, ты взрослый мужчина, что тебе там надо было делать? Это есть, то есть это случайности. Я сейчас постепенно стараюсь этот камень все равно в себе разбить, немножечко отпустить ситуацию и уже быть... Не обвинять никого в том, что такое произошло, просто судьба. Но если не сейчас, то, возможно, было бы потом. Как бы это странно, грубо и ужасно бы не звучало, но судьба — это реально судьба, и она такая штука, что ничего предсказать невозможно на самом деле. Я вот на самом деле очень люблю такие клипы, потому что ты после клипов, после таких фильмов, после всего, что вообще происходит, ты начинаешь переосмысливать свою жизнь и понимать, что жизнь драгоценна, и надо просто каждую минуту, каждую секунду жить, любить, дорожить близкими, родными, мамой, папой, ссоры, как бы не ссоры, какие бы вообще не были. То есть мы должны верить, что все хорошо, и дорожить этими моментами. Поэтому, ребят, если вдруг у вас какая-то такая ситуация, где вы просто с кем-то поругались, любимый человек, мама, папа, да вообще не важно, там подружка, друг, помиритесь, расслабьтесь, потому что вдруг этого человека не станет, и вы просто не сможете сказать ему самые последние слова, как и не успела я, то есть. И как вот эта девушка, то есть по этому клипе,
именно родители Шалкара, да, его девушка, все остальные, никто не смог с ней попрощаться и сказать те самые важные слова, которые должны были быть, как бы, поэтому, если вдруг у вас такие ситуации, ну, пожалуйста, просто подойдите, обнимите, скажите, что вы любите, и почаще пытайтесь эти слова говорить именно своим близким, чтобы они просто знали, что вот вы у них есть. Я могу сейчас дальше тут приветь просто. Я читаю, я сейчас начала вот читать комментарии, и я просто рада то, что очень многие поддержали Ерке, и на самом деле это очень хороший ход в ее исполнении, то есть таким людям надо посвящать песни, стихи или что-то, потому что, чтобы это было не забыто. То есть, да, много героев, таких, которые, ну, что-то там сделали, но про них забывают люди и про них уже не помнят. Но вот этот поступок, который именно Шалкар отдал свою жизнь ради спасения другого человека, говорит о том, что он просто, ну, был хорошо воспитан. У него были какие-то свои вот эти в голове, как, я не знаю, как слово правильно подобрать, установки какие-то в голове были такие хорошие, то, что вот он пошел именно работать в полицию, да, он стал работать полицейским, жандарманом, возможно, да, это у вас говорят. То есть он пожертвовал собой, и я очень поражаюсь таким людям, которые, зная, что их профессия очень опасная, очень такая нестабильная, они все равно туда идут ради того, чтобы защищать людей, ради того, чтобы, ну, показать, что ты на самом деле как бы хороший человек. И это очень хороший шаг, и я просто благодарна вам всем, кто, допустим, вдруг у моих подписчиков, моих зрителей есть и люди, которые полицейские, врачи или остальные, вам огромное спасибо, потому что это очень тяжкий труд, и я думаю, надеюсь, что этот ваш труд, он окупается хотя бы улыбками людей, которых вы спасли, которым вы помогли, и хотя бы просто хорошим, большим таким, обычным, точнее, хорошим, обычным таким маленьким словом, как спасибо, рахмет, потому что это очень важно, чтобы просто люди хотя бы говорили вот это вот. Ой, я не знаю. Я просто читаю комментарии. Просто, знаете, я всегда еще удивлялась тому, то, что именно жизнь, судьба, она забирает реально таких людей, которые по жизни могли добиться всего. То есть там не курили, не пили, не вели какой-то разгульный там образ жизни, у них был хороший характер, у них была замечательная жизнь, и просто в какой-то момент их жизнь обрывается. А те, кто люди, которые вот, ну, ничего по жизни не делают, ничего не добиваются, просто живут, там, портят свое здоровье и так далее, те люди живут. И просто иногда вот такая мысль навевает, что бы я сейчас ни делала, в любом случае судьба поступит так, то, что меня может не стать, допустим, да. А тот человек, который ничего не делает, он проживет и просто опускаются руки и понимает, что в такие моменты уже, ну, серьезно, ничего не хочется и вообще ничего не охота делать, и это на самом деле так грустно и печально, потому что, ну, такова судьба, и с этим на самом деле вот, ну, ничего не сделаешь, как бы, это есть. Ох, я могу, на самом деле, очень долго разговаривать. Нашла перевод. И, в принципе, да, я правильно думала. 101 ночь, 101 день. Надеюсь, я правильно сказала. Я не знаю, просто эта тема, вот она на такой степени для меня еще больная, для самой, что я не могу очень много говорить. И именно когда я говорю, у меня наворачиваются слезы. То есть, когда я об этом думаю, когда я сижу одна или что-то, когда грущу, у меня этого нет. Но как только я начинаю просто рассказывать, даже просто вот так сидя перед камерой, у меня сразу, да, все-таки душа у меня очень такая. Надеюсь, вам реакция понравилась. Я сейчас могу дальше реветь. Я надеюсь, я успокоюсь, и потом все будет замечательно. Спасибо, что вы меня смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Надеюсь, если в будущем будут такие ситуации, найдутся, ну, не надеюсь, точнее, да, в плане того, что, дай бог, таких ситуаций бы не было никогда. Но если вдруг такое случится, чтобы ни один молодой парень, ни один вообще, в принципе, ни один человек не погиб, не умер, вообще ничего не было, потому что жизнь очень сложная штука, и не предскажешь, что тебе уготовано судьбой.
Спасибо, что меня смотрите. Если вдруг меня посмотрят родители этого парня, да, его невеста и вообще какие-то знакомые, близкие, то огромное вам спасибо, что вы поделились своей историей именно с Ирике, да, там рассказали что-то, возможно. Спасибо, что держитесь. Пожалуйста, оставайтесь здоровыми, живыми, и у вас всё всегда будет хорошо, я в это очень сильно верю. Спасибо, что меня смотрите. С вами всеми прощаюсь. Всех вас очень люблю. Сао.